А главный праздник минувшей недели проходил в Казани. Здесь столица Татарстана завершала свою миссию в качестве культурной столицы тюркского мира грандиозным песенным конкурсом «Тюрквидение». Здесь многое было похоже на традиции и технологии, сложившиеся в рамках Евровидения, с одним очевидным преимуществом. Тюрквидение педалирует не на эпатаж, а продвигает современные песни тюркских народов с учетом национальной традиции, вплетаемой в канву ультрасовременного звука. Тюрквидение состоялось на все 100. Золотым голосом тюркского мира признана певица из Казахстана. Впрочем, каждый из участников оказался в выигрыше, ибо получил для себя безграничную аудиторию современного тюркского мира. Алсу Гусманова, Тюрквижн 2014. Иранские рокеры, в буквальном смысле отжигающие на сцене. Турчанка Фунда в прямом эфире, рисующая на руке ведущего тату. Туркменская исполнительница в наряде весом 36 килограмм. И в голове татарстанцев звучат фанфары. Айдар Сулейманов, представитель Татарстана. Перед шоу он радушно угощал заморских гостей чак-чаком, а на сцене вертел в руках шар, оседлал коней и заставил женскую половину зала нестройным хором подпевать песни «Отлар Шоба» «Кони бегут». В конкурсе принимали участие 25 лучших голосов тюркского мира. Первую ноту Тюрквижн взял в турецком городе Эскишехир. Потом роль столицы тюркской культуры досталась Казани. И уже на столицу Татарстана нацелились 40 камер, а за участниками наблюдали около 300 миллионов телезрителей. Это такая экскурсия по тюркским народам. Сидишь в зале, слушаешь этих конкурсантов, слышишь этот язык, и ты путешествуешь по каждой стране. Не обошлось и без мини-сенсации. Накануне в полуфинале в сюжетную линию конкурса вкралась техническая ошибка. Программа, которая подсчитывала баллы, подарила Туркменистану лишние 5. Организаторы проявили смекалку, страну исключать не стали. А следом за ней в финал отправили еще 3 с баллами повыше – Болгарию, Азербайджан, Якутию. По словам члена жюри от республики Дины Гариповой, определять лучших из лучших – задача не из легких. Уровень очень высокий, но все-таки есть, наверное, некоторый момент все-таки по критериям того, как отбираются песни на само представление конкурса. То есть настолько был огромный разброс. Некоторые выходили, выступали там с такими прямо серьезными национальными уклонами. Кто-то выходил и делал прям супер танцевальные какие-то треки. Это очень сложно сравнивать. Финансовая платформа конкурса была более чем надежной. Это около 5 миллионов долларов. И если его влияние на судьбы участников очевидно, почетные лавры исполнителей международного уровня, то для всей республики это новые горизонты. Надеюсь, что наша республика, город Казань, всем вам здесь понравилось, и вы еще много-много раз к нам приедете. Рахмат сизга! На неделе во время заседания Постоянного совета Тюрксой в адрес республики звучала и хвала, и предложение еще сильнее затянуть узы сотрудничества. Сейчас большой упор планируют сделать на обмен студентами. За год в гордом статусе столицы тюркского мира в Казани прошла череда конференций, фестивалей, выставок, конгрессов. С этой миссией столица Татарстана теперь прощается, а эстафету подхватывает туркменский город Мары. Казань – это по-настоящему современный, с большими традициями культурными и духовными центр, который готов принять мероприятия любого уровня. То, что похвала не лесть, подтвердило и проведение самого международного конкурса «Тюрквижн». Музыкальная битва продолжалась до последнего. И вот табло с результатами, секундная тишина, овации. Корону лучшего голоса тюркоязычных стран по результатам полуфинала у татарстанского скакуна Айдара Сулейманова отбила казахстанская принцесса Жанар Дагулова. Я верила, конечно, но я не могу сказать, что я думала только о победе. Я хотела в первую очередь достойно представить свою страну. Я очень рад за Жанар Дугалову, за Казахстан, потому что песня действительно сильная, номер очень крутой, очень классный. И мы, конечно же, с ней понимали, даже вчера на репетиции, что кто-то из нас должен выиграть. О том, как это было тем, кто был на Татнефть-арене, предстоит рассказать тем, кто там не был. Это предисловие получилось долгим. Месяцы подготовки, а развязка наступила за 2 дня. Эпилог того стоил. Я себе поставила бы 20 баллов. Как друг друга поздравлять, вот это для меня самый интересный и самый
приятный момент. Мы вообще счастливы, что стали частью этого большого праздника. Занавес закрывается. Высокая планка Татарстаном задана. Впрочем, как всегда, а казанская глава Тюрквижн дописана. Это был хэппи-энд. Точка. Алсу Гусманова, Андрей Синтальцев, Айрат Мухамедянов, Игорь Романов. Республика. Итоги недели.